так случилось, что мы сейчас живем в замечательную эпоху перемен, и театр, наверное, обладает наибольшей скоростью, в отличие от кинематографа, ну, кроме разве что телевидения, реагировать на происходящее в стране, в мире. Вот. И в связи с этим у меня вопрос. С вашей точки зрения, каков сейчас, прямо вот сегодня, современный российский театр? Ну, я-то как раз считаю, что наоборот, театру требуется дистанция, и всегда так было, для того, чтобы осмыслить какие-то явления и события, происходящие в нашей жизни, несмотря на то, что спектакль все равно это искусство, и театр это искусство, которое живет сегодня. И он не может жить в прошлом и в будущем. В стол не положишь спектакль, без зрителей его нет. И мне кажется, что современный российский театр очень активно пытается сегодня найти тот язык, новый язык, чтобы говорить на темы, волнующие зрителя сейчас. И, честно говоря, если смотреть по петербургскому сезону, поскольку я из Петербурга, все-таки больше внимания мое приковано к театрам северной столицы, он как бы предчувствовал, художники предчувствовали эту катастрофу, и у нас целый ряд спектаклей вышли как бы вот в предощущении этой катастрофы. Это и «Три страшные сестры», и театр ТРУ, и спектакли Кирилла Люкевича, «Сказки Шута и Короля», и «Родькин чердак» Влада Тутака. Это все молодые режиссеры достаточно, но и мастера наши, такие как Андрей Могучий с его замечательным материнским сердцем по Шукшину, тоже, мне кажется, как бы им удалось предчувствовать, предугадать вот те потрясения, которые обрушиваются сейчас на всех. И это очень здорово на самом деле. И вот, в принципе, такой жанр, как триллер, хоррор в театре, это не очень распространенные вещи, они стали появляться, такие спектакли. И для взрослой аудитории, и для подростковой аудитории. Вот мы сейчас разговариваем в то время, как идет фестиваль «Ремесло», и мы недавно смотрели такой спектакль «Гульчачак», как раз-таки спектакль молодого режиссера здесь, в театре Кариева, который тоже пытается через этот жанр, мне кажется, причем здесь нету никакого желания быть публицистичным, желания быть газетой, нет. А вот через старинную сказку, через старинную легенду передать ощущение вот этого страха и растерянности, который есть в нашем обществе, мне кажется. И вот эта рефлексия, которую театр дает, отражение, она важна для зрителя, и театр стремится это настроение уловить и поймать, и отдать свою эмоцию, свои переживания, свою боль. И в первый день фестиваля здесь, в Казани, мы посмотрели 2 спектакля «Приключения Рустема» и «Пепел» в театре Камала, «Приключения Рустема» здесь, в ТЮЗе Кариева. Они тоже все говорят на сегодняшнюю тему. Несмотря на то, что «Приключения Рустема» посвящены событиям Второй мировой войны, Великой Отечественной, и вот этому порыву мальчика спасти отца, защитить его. Но сама эта ситуация такого дезориентированной личности, не знает, что делать, как сделать правильно. Это очень важно, и, мне кажется, очень попадать в зрительный зал, и как реагировали зрители, это было очень интересно и приятно видеть этот отклик. Но второй момент, который сегодня в театрах, это как бы вторая волна. Первая волна был шок, да, как у всего общества, как так произошло, как так случилось. А вторая волна – это попытка найти человеческий тон, человеческий голос, разговор. И вот это
мне кажется, тоже начинает получаться у современных спектаклей, у современных режиссеров. Есть такая тенденция перехода к тихим спектаклям, к простым человеческим ценностям. И вчера мы смотрели, например, спектакль Владимирского театра «Скрипка Ротшильда». Да? И в этом чеховском рассказе как раз-таки вот эти гуманистические ценности, они главные. И финальное вот это вот прощение и примирение главного героя, Якова Бронзы, с миром, со своими соседями, его угрызение совести, поскольку он, значит, недостаточно внимателен был к своей жене. Так что и тоже зал, это как слушали. Вчера зал был наполнен школьниками, и причем не младшими классами, которых еще учительница может настроить, усмирить и так далее, а подростками, как раз таки самыми такими непокорными, непокорный возраст, что называется, и как они слушали внимательно. Перед началом спектакля они сидели в телефонах, смотрели что-то там, а когда спектакль начался и все закрутилось, он их совлек, и они смотрели, аплодировали в финале стоя, несмотря вот на то, что, казалось бы, Чехов, какая-то история, конец XIX века, какой-то уже другая реальность совсем. Но вот эти чувства, вот этот призыв ценить друг друга и обратить внимание на того, кто рядом с тобой, не забывать, что мы люди и должны все-таки оставаться людьми в самых сложных ситуациях. И это залог того, что мы можем преодолеть все сложности нашей жизни. Это очень важный месседж, который театр сегодня дарит. Я очень рад, что фестиваль собрал такую программу. Спектакли очень разные и по стилистике, и по темам, но они вот сходятся, мне кажется, их можно объединить в две вот такие группы. По крайней мере, на сегодняшний момент. Все-таки мы посмотрели еще фестиваль в самом разгаре, еще впереди множество. Но вот то, что мы увидели сейчас, к данному моменту, вот у меня такое впечатление, такое ощущение. То, что происходит в больших городах, в российской части нашей страны, ну, в принципе, мы более-менее, возможно, понимаем, поскольку у нас есть возможность почитать прессу и критиков, но мы, к сожалению, мало можем знать, что происходит сегодня в национальных театрах. Можете ли вы пару слов сказать о том, как реагируют национальные театры на сегодняшнюю ситуацию? Понимаете, я бы вообще не разделял, у меня нет такого разделения на национальные театры и театры, которые играют на русском языке. Вот в Петербурге есть Александринский театр, называется Национальный театр России. Мы же занимаемся искусством, Да. а искусство, как известно, это такая особая реальность, особое дело. И мне кажется, что вне зависимости от того, на каком языке актер играет свой спектакль, и ремесло, кстати сказать, это прекраснейший пример, потому что на фестивале есть спектакли, идущие на русском языке, и спектакли, идущие на татарском языке, и вот вчера был спектакль «Дервиш» театра, который играет обычно свои спектакли на татарском языке из Буинска, да? А здесь вот был спектакль, сыгранный артистами на русском, и ничего глобально от этого не изменяется. Я думаю, что все те же процессы, которые волнуют основные театры России, ведущие театры России, они же волнуют и театры в маленьких городах, может быть, те, которые не на самом виду у, не знаю, театральных критиков или фестивалей, «Золотой маски» и все. И тому свидетельство, например, и спектакль, вот про «Скрипку Ротшильда» я говорил. Казалось бы, театр во Владимире, это, хотя спектакль поездил по фестивалям и отмечен всякими призами и наградами, но вот, пожалуйста, театр из города Владимира приехал без
не обвешанный государственными премиями и так далее, совершенно показав традиционный при этом театр. А Гульчачак театр современный, в смысле того, что язык, отличающийся от стандартного спектакля в России, да, от стандартного психологического театра. Это такой перформанс, музыкально-пластический, очень, мне показалось, очень интересный язык. И тем более интересно, что это сделал молодой совсем режиссер. Здесь на фестивале разные режиссеры, есть и те, кому 30, и 35, а здесь совсем юный Булат Гатауллин. По-моему, очень талантливый человек. И мы видели его на сцене как актера. И это прекрасно, когда ты открываешь для себя новые имена. Так что у меня нет ощущения, что есть театры на национальных языках, они в своем коридоре, в своем замке из слоновой кости существуют. Такого не бывает в театре. Театр, я же говорил, сегодня и сейчас. Зрители все равно приносят им ту энергию, которая на улице. Согласен, согласен. Вот вы упоминали о том, что сейчас стали появляться достаточно большое количество жанровых спектаклей, там, хорроры. Не кажется ли, что это некая форма эскапизма, и таких спектаклей будет больше? Ну и вообще, что вы ждете от театра завтра? Я жду, что вот эта тема, и сейчас я немножко надо сформулировать. Трудно что-то предсказывать, я не астролог, вот, но у меня ощущение, что театр, вообще почему, не знаю, как в Казани, но в Петербурге и в Москве в театрах очень много зрителей. Здесь тоже театры очень много, переполнены. Да. Люди стали намного активнее ходить в театр. С чем это связано, как мне кажется? С тем, что театр – это живой разговор человека с человеком, актера со зрителями. И вот этого живого разговора, простого разговора, искреннего разговора, его не хватает людям. Потому что то, что мы находим сегодня в медийном поле, в медийном пространстве, это все-таки очень часто идеология. Идеология, которая личность разрушает, на мой взгляд. Любая идеология разрушает личность. А человеку нужно, особенно в сложных ситуациях и историческом сложном моменте, сохранить себя. И театр ему дает такую возможность сохранить себя, услышать в себе человеческое, услышать в себе, почувствовать эмпатию. Это очень важно. И мне кажется, что таких спектаклей станет больше. Спектаклей, говорящих просто. Мне кажется, что форма, вот это острый поиск формы, которым отличался российский театр в нулевые, в десятые годы, он будет уходить. И театр будет стремиться к простоте. К простоте и к человеческой интонации, спокойной, не к крику. Да. Это не значит, что не будет ярких постановочных спектаклей. Конечно же, форма важна, безусловно, и для зрителя. Но темы спектаклей, я думаю, что мы больше будем видеть спектаклей, в которых говорится все-таки не о ненависти, а о любви. Вот мне кажется, театр так реагирует на сегодняшнюю ситуацию, на сегодняшнюю жизнь.